Ну и тоже и здесь не пускают. Все знают, друг друга все знают. Бомж Алексей рассказывает о порядках своих собратьев в Якутске. Как оказалось, у каждого бездомного есть своя точка обитания. Основные места – это крестьянский рынок, Вечный огонь и автовокзал. Алексей здесь уже третий год. Впрочем, в свое время у него были дом и семья. Спускаться по социальной лестнице он начал после развода. Бичую. Иногда останавливаюсь, есть на шабашку, работаю. Потом прихожу, опять бухаю. Сейчас лето, можно и везде спать. С потеплением на улицах города количество бомжей растет ежегодно. Горожане жалуются на бездействие властей. Так они вообще ходят, товар забирают, деньги просят раньше, матерятся, дерутся, напьются. Кто-то находит, орет тут, цепляется ко всем. Это, конечно, ни к чему. Ну, какие-то для них приюты создавать. В отделении социальной адаптации «Тырях» бомжи получают всю необходимую помощь, вплоть до восстановления документов и трудоустройства. С начала года трудоустроен с проживанием 21 бездомный, еще 13 отправлено к семьям и родственникам, 12 человек попало в дома-интернаты. Но это всего лишь 3% от их общего количества в республике. Сейчас их насчитывается более 1500 человек. Единственное условие, чтобы попасть в «Тырях», это желание бездомного. Но многие бомжи этого сами не хотят. Годами привыкая к алкоголю, они уже практически не могут без него жить. Алкоголизм начинается не с первой выпитой рюмки, а с первой увиденной рюмки в руках своих родителей. Уже дальше второй шаг делает сам алкоголь. Потому что алкоголь – это наркотики, соответственно, каждая следующая доза будет больше, чем предыдущая. Управа округов временами выходят в рейды против бомжей, но выгнать откуда-либо бездомного просто так им не дает законодательство. По закону человеку нельзя ограничивать место, например, ты не можешь здесь находиться, ты должен находиться там. Были даже жалобы, то, что они стали очень агрессивные. Надо людям незамедлительно сообщать в этот правоохранительные органы. Впрочем, и среди бездомных находятся те, кто считает такую жизнь временной. Алексей не теряет надежды на завтра. Желание встать на ноги у него все еще есть. Лечиться хочу. Но ни документа, ничего нет. Вилян Бояркин, Максим Бурцев, Вести, Якутск.